События, которые шокировали таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие ситуации подвергают опасности каждого и что нужно знать, чтобы сохранить свою жизнь. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана со ссылкой на данное агентство по гидрометеорологии страны сообщает, что до 22 августа 2022 года в горных и высокогорных районах республики, за исключением восточной части Горно-Бадахшанской автономной области, сохраняется высокая степень схода ледниковых селей. В этой связи комитет, повторно обращаясь к населению, убедительно просит соблюдать все меры предосторожности, сообщила начальник пресс-центра КЧС страны Умеда Юсуфи. КЧС напоминает водителям о том, что при движении через перевалы по горной местности необходимо строго соблюдать технику безопасности, а также установленный интервал движения. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне напоминает, что обращаться к ним можно круглосуточно, и если вы окажетесь в подобной ситуации, сразу им звонить. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что в последнее время участились сели? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А в городе Исфара в дорожно-транспортном происшествии погиб местный житель, а мошенница-рецидивистка из города Бахтара подозревается в очередной афере. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Таджикистана, ДТП со смертельным исходом в городе Исфара произошло под утро 19 августа. 23-летний житель Исфары, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz на большой скорости, врезался в бетонный столб в центре города. В результате водитель иномарки Султан Худжаев Худайтуло Сайфулоевич погиб от полученных травм на месте происшествия. В другом случае в ОМВД номер 1 района Фердовси города Душанбе обратился 61-летний житель столицы. Мужчина заявил, что в 2014 году 54-летняя жительница города Бахтар, пользуясь доверием, взяла у него $25 тысяч, которые так и не возвратила. Отмечается, что подозреваемая ранее была судима по статьям 246 «Хищение средств, выданных в качестве кредита», 247 «Мошенничество» и 340 «Подделка документов» Уголовного кодекса Таджикистана. По указанному факту проводится расследование, сообщили в правоохранительном ведомстве. Также жительница города Гисара и двое ее малолетних детей погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Таджикистана, трагедия произошла накануне поздно вечером на территории Гисара. Водитель автомашины Toyota Camry, 24-летний житель района Рудаки на территории кишлака Мехработ, сбил 27-летнюю местную жительницу и двух ее детей 2017 и 2022 годов рождения. К сожалению, молодая женщина погибла от полученных травм на месте происшествия, а дети скончались в больнице. Еще 2 человека погибли в ДТП, произошедшем накануне в Дангаринском районе. Водитель автомашины Opel Astra, 19-летний житель района Кушаньон, игнорируя красный сигнал светофора, выехал на перекресток, где врезался в Opel Astra под управлением 34-летнего жителя Дангары, а затем автомобиль Toyota Camry под управлением 36-летнего жителя этого же района. К сожалению, от полученных ранений на месте ДТП погибли 2 пассажирки автомобилей Opel Astra, родные сестры 1960 и 1962 годов рождения. Еще одна пассажирка 1985 года рождения получила ранение. Погибшие женщины, как и получившая ранение пассажирка, являются жителями Дангаринского района. По указанным фактам ДТП ведется проверка, сообщили в правоохранительном ведомстве. Как вы относитесь к тому, что в последнее время участились дорожно-транспортные происшествия? И как вы думаете, почему? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.